Инцидент случился днем 11 сентября в микрорайоне Сосновка. Патруль ДПС заметил, как на улицу 65 лет Победы, закрытую на ремонт, под запрещающий знак заехал грузовик ЗИЛ. Погоня длилась всего 1,5 минуты. Шофер уже было остановил машину на грунтовке, но когда к кабине подошел полицейский, самосвал внезапно поехал вперед. Автоинспектор успел заскочить на подножку, а перед его напарником возникла преграда. Ворота открываем! Что творите-то? Седовласый мужчина, пассажир, пропускать полицейского не захотел. Завязалась рукопашная схватка. Страж порядка прорвался на помощь к напарнику и стал помогать ему вытаскивать из кабины водителя Егора Журавлева, который отказался показать документы и пройти в патрульную машину. Его 70-летний отец Валентин Егорович мешал сотрудникам, а затем завладел табельным оружием. Он его сорвал с кобуры, сорвал с пояса, достал, перезарядил. И дальше последовали уже резкие движения сотрудника ГИБДД, который попытался пресечь противоправные действия данного гражданина. Соответственно, завязалась борьба, в ходе которой у данного гражданина отобрали табельное оружие сотрудника полиции. Три выстрела из пистолета, которые успел произвести нападавший, к счастью, никого не задели. Водитель рванул на помощь к отцу, при этом укусил автоинспектора. Пока полицейские обезвреживали шофера, пенсионер ушел с места происшествия. Они меня хватали, но я как-то сумел их удержать, сотрудников. Как-то вот так вот скрутился с ними, с двумя. И пытался их задержать, говорил, отец, говорю, у меня телефон-то выпал, говорю, беги, хромай как-нибудь там домой, звони, потому что, говорю, они нас убьют здесь. Во время схватки с автоинспекторами отец и сын Журавлевы нанесли им телесные повреждения, при этом пострадали и сами. Действия сотрудников были признаны законными и обоснованными, а вот родственников обвинили в применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Пожилого мужчину, инвалида первой группы, арестовали. Гневные заголовки в СМИ, где сотрудников ДПС обвинили в беспричинном избиении деда, не спасли родственников от уголовного преследования. Молодой человек пытался доказывать, что сотрудники ДПС остановили их незаконно, мол, ни под какой кирпич он с трассы не заезжал. Вот тут мы стояли на автомобиле и брали кирпичи для подцепки своего дороги. Там мы видим пост ДПС. В том месте, скорее всего, и стояли сотрудники ГИБДД. Обратите внимание, знаков никаких нет. Вот мы поехали к своему дому. Журавлев-младший утверждал, что обещал полицейским показать документы возле своего дома и скрываться от них не собирался. Грузовик двинулся случайно, когда нога сошла с педали сцепления. В этот момент инспектор ДПС пытался силком вытащить его из кабины. Пенсионер стал заступаться за сына, когда того били по лицу рукояткой пистолета. Сосногорский суд выслушал доводы сторон и признал родственников виновными в применении насилия, опасного для жизни и здоровья. Валентину Журавлеву, которого в свое время со скандалом уволили из милиции, назначили 2 года в колонии общего режима. Сыну Егору дали на полгода больше. Приговор они обжаловали в Верховном суде Коми.